Кому в Крыму жить хорошо? О том, как отжимают бизнес российские власти Крыма, рассказала жена бывшего руководителя уже национализированного предприятия «Крымавтотранс» Алена Грицак в видеообращении, которое она самостоятельно записала и выложила на своем канале в YouTube. В сентябре прошлого года представители самообороны Крыма заблокировали работу крупнейшего автотранспортного предприятия полуострова. Российская администрация Крыма национализировала «Крымавтотранс». Его уже бывшего руководителя Владислава Грицака арестовали за якобы злоупотребление служебным положением. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. 16 марта 2014 года я и мой супруг Грицак Владислав в первых рядах бежали на референдум проявить свой гражданский долг, отдать свой голос, восстановить справедливость, вернуть домой наш родной Крым. Те эмоции, которые мы пережили, не передать. Я жена Владислава Грицака, совсем недавно успешного руководителя одного из стратегических бюджетообразующих предприятий «Крымавтотранс», имеющий 64 автостанции по всему полуострову. Теперь он уже не бизнесмен и не руководитель. Предприятие, которое он возглавлял много лет, было захвачено вооруженными людьми из так называемой самообороны Крыма, а затем национализировано. Именно национализировано, как это совершалось в 17 году прошлого века. И как это сейчас, в начале 21-го тысячелетия, делается в Крыму. Но этого экспроприаторам показалось мало. Моего мужа посадили в тюрьму. И не потому, что он стал вдруг вором или бандитом, а потому, что его отправили туда воры и бандиты у власти, которые сначала отняли у него предприятие, а потом с помощью услужливой прокуратуры и послушных судов отправили его за решетку. Если Крым — это действительно часть России, он не должен превратиться в черную дыру, в территорию беззакония и чиновничьей вседозволенности. Поэтому я все еще надеюсь увидеть своего мужа на свободе.